Это вечерние новости. Студия Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Как развивается Амгинский район, какие проекты нужно продвигать, итоги рабочей поездки главы Якутии. Быстро, удобно и абсолютно бесплатно. Акция по бесплатной вакцинации населения от гриппа и ОРВИ стартовала в Якутске. Волонтеры культуры ведут раскопки в центре Якутска, где в скором времени возведут арбитражный суд. Какие интересные предметы удалось найти? Начнем выпуск с данных оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом. За сутки COVID-19 выявили у 48 человек. По-прежнему больше всего заболевших в Якутске – 23 новых случая. В Мирнинском и Татинском районах по 7, в Нюрнгринском – 3, в Аймякунском и Хангаласском по 2 случая. В Абыском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Намском районах по 1 заболевшему. Все ближайшие контакты инфицированных выявлены и изолированы. 2 пациента с COVID-19 скончались. За минувшие сутки лаборатории республики сделали более 3300 исследований на коронавирус. Медицинские учреждения в Среднеколымском районе обеспечены всем необходимым оборудованием и персоналом для борьбы с коронавирусом. Об этом нашему телеканалу рассказала министр здравоохранения региона Елена Борисова. По ее словам, материально-техническая база Среднеколымской участковой больницы, как и в других районах, позволяет проводить лечение пациентов с заболеванием легкой и средней степени тяжести. В стационаре 5 коек, где работают врач, фельдшер, 4 медсестры и 4 санитара. Есть инфекционная бригада скорой помощи. Ранее мы сообщали, что местное население, обеспокоенное эпидобстановкой в районе, в социальных сетях и мессенджерах, распространилась информация о нехватке медработников и оборудования для лечения COVID-19. Пока подтвержден конкретно результатами анализов 1 случай, 19 контактных лиц, которые с подозрением на ковид, ждут результатов анализов, но у нас практика уже сложилась в течение 2 месяцев, когда мы не занимаемся ожиданием анализов, сразу начинаем превентивное лечение. Значит, на сегодняшний день материально-техническая база Среднеколымской участковой больницы позволяет производить лечение так же, как и во всех районах легкой и средней степени тяжести. По маршрутизации лица с тяжелой степенью, если вдруг такие появятся, будут госпитализированы на территорию города Якутска. Акция по бесплатной вакцинации населения от гриппа и ОРВИ стартовала в Якутске. Сделать прививку можно быстро, удобно и абсолютно бесплатно. До какого числа продлится акция, расскажет Дмитрий Тымыров. С утра на площади Ленина Якутска мимо проезжающие машины могли наблюдать людей, стоящих в очереди. Здесь первая поликлиника города проводит акцию «Главное здоровье». Бесплатная иммунизация населения от сезонных респираторных заболеваний. Вчера первый день у нас было где-то человек 80, но сегодня они более-менее активизировались, народу много. Даже очередь там образовалась маленькая. Но от гриппа мы прививаем каждый год, и они каждый год все прививаются. Но в основном сейчас подходят люди возрастные, старше 50-60 лет. Горожане говорят, что проводить подобные акции нужно и обязательно, особенно в период пандемии, когда требование к посещению социальных учреждений ограничивается временем работы. Это не только экономия сил и средств, но и времени. Максимум люди здесь стоят в очереди 5-10 минут. Пришли вакцинироваться, потому что в поликлинику до 2 мы дозвониться не можем. Вот увидели, проезжали мимо, увидели, что стоят автобусы, решили вакцинировать бабушку, потому что у нее уже 69 лет. И сама тоже хочу вакцинироваться. Каждый год вакцинируемся. Дети-то в школе привьются, в садах, а нам тоже надо получить. Боимся ковида, умереть, хотим пожить подольше. Врачи говорят, прививаться от сезонных респираторных заболеваний в первую очередь необходимо людям, которые общаются с населением и ведут тесный контакт с людьми. Вакцинация против гриппа особенно важна для группы повышенного риска. К ним относятся дети 6 месяцев, лица старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями и которые периодически болеют респираторными инфекциями. Также к ним относятся беременные женщины. Это медицинские работники, работники образования, торговли, общественного питания, транспорта и ЖКХ. Отметим, данная акция в столице региона будет проходить до конца этой недели. Палатка с врачами будет работать каждый день с 9 до 13 часов. Не тяните время, позаботьтесь о своем здоровье. Дмитрий Тымыров, Илья Заремятников, Якутск.
Каждую осень жителей городов ожидает одна и та же проблема. В квартирах уже холодно, а отопление коммунальщики включать не торопятся. Между тем, в законодательстве четко определено, когда именно должно быть включено центральное отопление. Как работает этот закон в реалиях капризной южно-якутской погоды, выясняла Тамара Игнатьева. Осень в этом году пришла в Южную Якутию вовремя. Деревья и кусты только начинают желтеть. По сравнению с прошлым годом осень относительно теплая. Хотя гадать не стоит. Погода в Нерюнгри весьма изменчивая. В этот период сезона обычно бывают значительные перепады температуры. Но у нас в квартире довольно-таки тепло. Я бы не сказала, что мы замерзаем. У нас солнечная сторона. Мы живем на геологов 41,2. Ну, вообще-то прохладно, холодновато. Хоть мы, конечно, все взрослые живем, но все равно хочется потеплее. Но у нас в квартире на самом деле не так тепло, потому что мы находимся по горке вниз, получается, почти внизу сопки. Постоянно дома в кофте хожу. Бывает вот куртку хожу одену, постоянно в одеяле сижу дома. Пока нормально. Не холодно. Пока. Ну, может, чуть-чуть там. По законодательству сезон отопления помещений начинается со снижением среднесуточной уличной температуры до плюс 8 градусов на протяжении 5 суток. В первую очередь периодическое протапливание начинается в школах, садиках, медицинских учреждениях, а затем в многоквартирных домах. Каждый год у нас происходит одно и то же. Мы пытаемся запустить тепло, подгадываем под все желания граждан. И, к сожалению, удовлетворить желания всех невозможно, потому что у каждого свое отношение к теплу в квартире. В настоящее время среднесуточная температура составляет 11,7 градуса. Вот как только мы достигнем норматива 8 градусов, не вопрос, мы тоже подключаем тепло во всем городе. По прогнозу погоды, в ближайшие 10 дней в столице Южной Якутии температура воздуха днем составит в среднем 16 градусов тепла, местами дожди. Будем надеяться, что и погода в доме сохранится благоприятной. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Ленский район приплыли коровы. Животные проделали большой путь из Архангельска для предприятия «Батамайское». К новому месту жительства подъехали на барже. Зачем местным производителям закупать буренок в другом районе и чем уникальна холмогорская порода, узнавала Дарья Боискорова. Взволнованные и уставшие, они 4 дня добирались из Архангельска. Сначала буренок автотранспортом доставили в Иркутскую область, а там уже загнали на баржу. Экипаж теплохода живой груз перевозил впервые. Было непросто, говорит команда. Спали по очереди. Проходящие мимо суда удивлялись необычному грузу. Больше шоку был у других судоводителей. Все там спрашивали, расспрашивали. А нас что, какая разница, что везти? Нормально привезли, доставили корову. Как вели себя животные? Да нормально, спокойные коровы, загнали нормально. В течение 8 часов, наверное, загоняли полностью на баржу. Долгое путешествие позади. Долгожданный груз покидает баржу самостоятельно. 100 голов приехало в село Батамай для нового телятника. Скоро местные жители будут пить вкусное архангельское молоко. На берегу Батамайского острова новых жителей хозяйства встречала большая делегация. Этому есть причины. Событие происходит впервые за 30 лет. Для расширения поголовья выбрали холмогорскую породу. Северные условия не влияют на ее удои, да и производственные показатели внушительные. Коровы дают в 3 раза больше молока, чем местные телицы. Районная администрация выделила на закупку 12 миллионов рублей. Коровы все стельные. Вот буквально с сентября месяца они начнут телиться. То есть основной отел у нас пройдет до Нового года. То есть зимой у нас будет молоко. Конечно, они все-таки должны пройти здесь у нас адаптацию, акклиматизацию. Поэтому мы все-таки очень старательно будем наблюдать все-таки состояние коров. Коров адаптируют к местным условиям, о будущих телятах тоже позаботятся. Как только потомство подрастет, его заселят в телятник. Местные жители связывают с расширением хозяйства большие надежды. Это символизирует якутский обряд благословения Алгсчита. Дарья Боискорова, Алекс Соснин, телеканал «Алмазный край».
Первую сваю школы сада на 225 мест установили в селе Абага Амгинского района. В торжественной церемонии принял участие глава Якутии. Сегодня Айсен Николаев работал в Амгинском районе. Для местных жителей начало строительства этого объекта – долгожданное событие. Сейчас дети учатся в деревянном здании, которое построили еще в 1971 году. При этом половина помещения школы закрыта в связи с аварийным состоянием. По словам главы Якутии, уже в следующем году дети пойдут в новую школу. В здании для учащихся будут созданы все условия: современные учебные кабинеты, компьютерный класс, актовый зал, библиотека, столовая и пищеблок. Абагинская школа специализируется на дополнительном обучении предметов агротехнологического направления. Сейчас в школе учатся более 130 детей. Сегодня в рамках работы в Амгинском улусе мы рассмотрели ряд очень важных для района вопросов. В частности, конечно же, в Амгинском районе, как и во многих других районах, всегда очень остро стоит проблема аварийных зданий школ. В 2018 году я здесь был в Абаге, видел, в каком состоянии находилась школа. И тогда было дано мною поручение разработать проект школы, а он на сегодняшний день разработан, прошел экспертизу. И сегодня вот в Абаге сразу после 1 сентября началось строительство здания школы детского сада. Уверен, что в установленные сроки он будет построен. И это, конечно же, будет наш вклад в развитие в целом и села Абага, и в целом Амгинского района. Также сегодня Айсен Николаев принял участие в открытии нового коровника животноводческого хозяйства «Балагур». Объект построили при поддержке Министерства сельского хозяйства Якутии. Глава отметил, что новый коровник отвечает всем современным требованиям. Работники кооператива уверены, что изменения в работе хозяйства отразятся на его производительности. Балагур занимается разведением крупного рогатого скота, лошадей якутской породы, выращиванием зерновых культур и овощей. Хозяйство ежегодно увеличивает поголовье скота и лошадей. Подводя итоги рабочей поездки, Айсен Николаев отметил, что Амгинский район развивается в нормальном темпе. Сегодня на совещании рассмотрели вопросы продвижения туризма в районе. Глава Якутии отметил, что для этого необходимо развивать смежные отрасли, в том числе строительство быстро возводимых домов. В Покровке Александр Петрович, предприниматель местный, рационализатор, показал очень такой интересный проект строительства быстровозводимых домов с утеплителями и соломы. Такие проекты уже за границей давно реализуются. В России они недавно начали появляться. И я очень рад, что и у нас в сельской глубинке уже появляются люди, которые такие достаточно интересные технологии предлагают. И уверен, что это тоже будет востребовано здесь, на Амгинской земле. И в конечном итоге это послужит повышению качества жизни наших людей. Волонтеры культуры Якутии принимают участие в археологических раскопках. В центре Якутска возле Национального художественного музея в скором времени возведут здание арбитражного суда. Но перед строительством по закону участок должен пройти государственную историко-культурную экспертизу. В этой местности жили зажиточные горожане, купцы и меценаты. Какие интересные предметы удалось найти археологам? Подробности в материале Агафьи Гоголевой. В рамках национального проекта «Культура» разработана программа «Волонтеры культуры», которая направлена на обеспечение поддержки добровольческих движений. В Якутии порядка 10 волонтеров принимают участие в масштабных раскопках в центре Якутска. Для многих это первый опыт. Мы принимали участие неделю назад, здесь были. И вот это наш второй приход. То есть другие волонтеры тоже участвовали, но лично я прихожу второй раз на раскопках. Это, конечно, очень интересный опыт. То есть до этого я никогда не принимала участие. Да? Когда искали в первый раз, мы находили колпачки стеклянные, очень красивые, резные. Это такие от флакона духов. Оказывается, такие были, как хрустальные, да, очень интересные. Также были кусочки слюды, это фрагменты сшитых окон, так называемых, да. Оказывается, раньше слюду сшивали между собой и вставляли в окна вместо стекол. По словам историков, в этом месте стоял большой деревянный дом, в котором жили по тем меркам зажиточные горожане. Примерно на этом участке землей владел известный меценат, купец первой гильдии Федот Астраханцев. Примерно постройка конца 19-20 века. Прямо вот это место называлось переулок Астраханцева, а вот эта вот улица Ярославского раньше называлась Полицейская. Тут дом стоял. Вот видите, вот там фундамент немножко сохранился. Вот тут, скорее всего, дверь стояла. Ежедневно участники проекта находят под землей фрагменты керамики, бересты и стекла. В основном это части битой посуды, а также предметы туалета. Если верхний горизонт это представлено в основном изделиями из стекла,
фарфора, фаянса. То сейчас вот у нас в горизонте 18 века в основном идет керамический материал, то есть керамика в основном представлена. Вот. Но есть изделия из кости, различные есть из дерева, даже есть фрагменты посуды из дерева, ложка есть деревянная, ну, разные. Богатая нумизматическая коллекция собрана за этот период. До конца раскопок остается не так много времени, усугубляет ситуацию погодные условия. Из-за дождя работу приходится переносить на более благоприятное время. Желающих помочь в масштабных раскопках просят обращаться к организаторам в Арктический научно-исследовательский центр Академии наук Якутии. Агафья Гоголева, Илья Сыромятников, Якутск. На этом все. Оставайтесь с нами.